Всем привет! Я София. Я Стефания. Мы две обычные девочки, учимся в 19-й гимназии и посещаем разные кружки. Но у нас есть одна особенность. Сейчас мы о ней вам расскажем. Каждое воскресенье мы ходим в Дом дружбы народов Республики Татарстан. Вы, наверное, спросите, что такое Дом дружбы народов? В Татарстане проживает 175 национальностей. В Доме дружбы народов находится 39 национальных общественных организаций. Любой человек может прийти в Дом дружбы народов и участвовать в культурной жизни своего народа. В Доме дружбы народов находится многонациональная воскресная школа. Здесь дети изучают свой родной язык, а мы с сестрой изучаем чувашский. Сейчас мы вам расскажем про свой древний чувашский народ. А для этого нам нужно волшебство! Мы приглашаем вас в Дом дружбы народов. Это многонациональная воскресная школа. Здесь дети 27 национальностей изучают язык, культуру и традиции своего народа. Здравствуйте, девочки! Какие у вас красивые платья? Расскажите, пожалуйста, про свой народ. Чуваши – древний тюркский народ, проживает в республике Чувашия и других регионах. В настоящее время чуваши третий по численности народ в Татарстане. В России их более 1 миллиона. Стефания, а какой язык у чуваш? Чувашский язык относится к тюркской языковой семье, так же как турецкий, татарский, казахский и другие языки. Чувашский язык очень древний. Чувашский язык также имеет свой алфавит на основе кириллицы. Еще ранее у чуваш была руническая письменность, а после письменность на основе арабского алфавита. Как интересно вы рассказываете. На вас красивые костюмы. Расскажите про них. Чувашский костюм богат красивой вышивкой. Интересны головные уборы. Девушки надевали тухью или масмак. Их богато украшали серебряными монетами. Женщины носили хушпу. Его надевали на сурбан, длинный специальный платок. Я слышала, у чуваш много народных праздников. Расскажите о них. Традиционные чувашские народные праздники и обряды были связаны с сельскохозяйственными работами или семейно-бытовыми событиями, рождение детей, свадьбы. В настоящее время чуваши соблюдают многие обряды и проводят народные праздники. Шеварни, Мангун, Шемек, Уджук, Чуклеме, Уяв, Раштав. Уяв начинали праздновать в середине мая и заканчивали 12 июля в Петров день. В старину люди собирались на окраине села, водили хороводы, пели песни. Молодежь знакомилась и осенью играли свадьбы. Сегодня Уяв – это большой республиканский праздник чувашской культуры, который ежегодно собирает более 20 тысяч человек. Мы с сестрой любим участвовать во всех народных праздниках.